123, 135, 112 – это не просто цифры, это вес каждого баула, который вскоре отправится на экспорт в Китайскую Народную Республику. В данных мешках находится вымытая готовая шерсть. В целом, за последнее время Кыргызстан и Китай активно наращивают отношения в сфере экспорта готовой вымытой шерсти из Кыргызстана в Китай. К примеру, данная организация только за 7 или 8 месяцев уже экспортировала в Китай больше 100 тонн готовой продукции. Данная фирма сотрудничает с китайским закупщиком с прошлого года. За это время отечественный производитель начал экспортировать не только чистую шерсть, но и различные изделия из данного сырья. В процентном соотношении процентов 60 у нас экспорта это чистой мытой шерсти, вне зависимости полутонкой, полугрубой, грубой, меринос. И процентов 40 мы экспортируем оставшееся, то, что у нас есть по шерсти, это в готовых изделиях. В рамках визита Садыра Джапарова в Китай была достигнута договоренность об упрощении экспорта шерсти и кашемира из Кыргызстана в Китай. Для таких предпринимателей, как Марьяна Абдулаева, это большая помощь. Договор о том, что нам помогут с отправкой, ее облегчили в виде упрощения таможенных моментов, что нам даст возможность напрямую отправлять из Бишкека в Китай, то есть не пересекая, не подготавливая документы через Казахстан и так далее. То есть нам не нужно будет делать перегрузку в Харгосе. Что опять же открывает потенциал дальнейшего сотрудничества, увеличения мощности нашей отправки. Помимо экспорта шерсти была достигнута договоренность о поставках в Китай и мяса птицы. На данный момент мы только импортируем курятину из страны Поднебесной. Но, как рассказали ветеринары, перед вывозом своей продукции нашим производителям нужно пройти еще несколько проверок. После подписания мы должны с китайской стороной согласовать ветеринарные сертификаты, каким ветеринарным сертификатом будет экспортироваться наша продукция, зарегистрировать наших предпринимателей, кто будет экспортировать в Китайскую Народную Республику. Есть система Cypher, информационная система Китайской Народной Республики. Вот это все процедуры, которые после подписания протокола мы сделаем, и после этого благополучно будет экспортироваться наша продукция. Среди договоров есть пункт, в котором говорится об увеличении инвестиционного соглашения по строительству нового завода для выпуска биогумуса. Ранее проект был рассчитан на 260 миллионов долларов, сейчас его увеличили до 410 миллионов. Инвестиционное соглашение предусматривает не только строительство завода, но и демонстрационного парка. То есть там будет и торгово-логические центры, машиностроительные заводы и многое другое. Строительство завода уже начался по уверениям, так скажем, китайской стороны. Первый этап запуска предусматривается где-то в апреле месяце. Также для фермеров был подписан договор, который открывает экспорт отечественной фасоли на рынке Китая. Малик Аюпов, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.